Учитывая, что IT – одно из приоритетных направлений развития в стране, какие существуют меры поддержки предпринимателей и специалистов, работающих в этой сфере? На сегодняшний день в IT-сфере действуют как федеральные, так и региональные меры поддержки. Про федеральные меры поддержки говорилось очень много, я просто их перечислю. Это и льготная IT-ипотека для IT-специалистов, и отсрочка для IT-специалистов от армии. Это и возможность получения льготных кредитов. Перечень мер поддержки на федеральном уровне достаточно разнообразен, обширен, и информация о нем также доступна на госуслугах и в специальных сервисах, о которых вот можно чуть позже. А на региональном уровне, что сделали мы? Мы в первую очередь снизили налоговые ставки для предпринимателей IT-сферы, применяющих упрощенную систему налогообложения. Это большая часть компаний, работающих на территории региона, которые нуждаются в поддержке, потому что остальные получают поддержку с федеральной точки зрения. Это снижение налога на прибыль у них идет. Соответственно, мы снизили ставки по налогу применяем при упрощенной системе налогообложения до 1% при доходах и до 5% при системе налогообложения доходы минус расходы. Мы внедрили собственную программу поддержки молодых IT-специалистов с коми ипотечной компанией, снизив как возрастные критерии, так и уровень доходов. То есть те, кто не попадают под федеральную программу федеральной ипотеки, могут обратиться попробовать свои силы в нашей программе, поучаствовать, соответственно, в нашей программе. Кроме того, если учесть, что федеральная программа не распространяется на вторичное жилье, наша программа на вторичное жилье распространяется. Кроме того, в республике действует такая мера поддержки, как каникулы для начинающих бизнесменов, то есть тех предприниматели, которые зарегистрировались впервые и выбрали в том числе вид деятельности, относящийся к IT-сфере, они в первые 2 года могут быть освобождены от уплаты налогов по упрощенной системе налогообложения. А скажите, в Республике Коми хватает IT-специалистов? К сожалению, в Республике Коми недостаточно IT-специалистов. У нас 3 вуза, которые их готовят. Это Сыктывкарский государственный университет, это Ухтинский государственный университет и наш лесной институт. Но вот достаточно ли в 2021-2022 году выпускников у нас было порядка 90 человек. При этом востребованность IT-специалистов в настоящее время, она достаточно высока. Поэтому здесь сложно сказать, достаточно-недостаточно, потому что очень многие специалисты за 2020-2021 год перешли на удаленный режим работы. Они могут работать как в республике, на компании, находящейся в республике, так и на компании, находящейся в другом регионе. В любом случае специальность востребована, и специалисты будут у нас приняты на работу, так ведь? Любой специалист IT-отрасли, который захочет найти себе работу, он работу в регионе найдет в любом случае. Я вам скажу больше, потенциальные выпускники 3-4 курс, которые достаточно грамотны, уже трудоустраиваются в достаточно крупные компании, пробуют себя в интересных проектах.